хочу ответить и сторонникам, и противникам этого проекта о том, что никаких официальных решений о начале строительства городом не принято. И я рада тому, что у нас такая активная дискуссия идет вокруг этого проекта, и абсолютное большинство горожан, я в этом уверена, понимают, что городу нужны новые архитектурные проекты, нужны проекты, которые привлекут инвесторов, которые приведут крупные компании, потому что городу нужны огромные финансовые ресурсы для сохранения исторического центра, для развития. Вот в этом, по-моему, споров никаких горячих нет. Что касается самого проекта, то большинство, кто знаком с ним реально, также отмечает, что этот проект крайне интересен. Спор идет вокруг места, это Охта за Большеоктинским мостом. И здесь, я думаю, что нам есть еще о чем поговорить с горожанами, вместе порассуждать. Мы никому не собираемся ломать через колено. Мы не собираемся продавливать эту тему. Мы изучаем общественное мнение. И я полагаю, что возможен вариант развития событий, когда мы «Газпрому» предложим еще и другие варианты, возможные для строительства такого крупного, интересного, большого инвестиционного проекта. И мы продолжаем эту работу с «Газпромом». В декабре, как мы договаривались, я снова буду встречаться с градозащитниками и прошу их подумать. Возможно, у них есть идеи и предложения, где можно было бы построить бизнес-центр, и социальный центр, и культурный. Давайте вместе еще подумаем, порассуждаем и вернемся к этой теме. Поэтому дискуссия пусть продолжается, но накал страстей надо снизить. Я думаю, что мы найдем в нашем городе, который мы все любим, к которому мы очень нежно относимся, мы найдем консолидированное решение, которое устроит большинство горожан. Валентина Ивановна, очень интересно. На самом деле, я считаю, что вы успокоили тех, кто буквально падал в обморок при упоминании Охта-центра, и плюс настроили противников на конструктивный лад. Да, я думаю, что единственный правильный путь – это диалог с общественностью, диалог с градозащитниками, с деятелями культуры и поиск решения этого вопроса. Мы настроены именно такой путь. Валентина Ивановна, ну давайте теперь вернемся к нашей рубрике «Что сделано?», ведь программа «Диалог с городом» не только отвечает на вопросы, Я бы хотела спросить вас, Геннадий, поскольку вы новый ведущий, может быть, вы забыли, как вы контролируете ранее данное мною поручение «Диалог с городом»? Валентина Ивановна, контролируем, конечно. Вот, Давайте, допустим, у меня есть многодетная семья.